Это вторая группа беженцев из сектора Газа, 18 человек, большая часть из которых дети, довезли до Ингушетии в целости и сохранности женщину, которая должна была приехать еще вчера, но по состоянию здоровья ее высадили в Ростове для оказания первой помощи. С просьбой присмотреть за больной к Магомеду Евлоеву накануне обратилась ее подруга. Как доехал, как самочувствие? كيف جيتي كيف الطريق كانت معكم؟ تمام اعتنوا فيكم في الرصاوي يعني؟ الحمد لله говорит все нормально там за ней приехали ваши братья там все сделали необходимо все нормально. Хорошо, сейчас тогда поедем. За жителей сектора Газа с момента начала военных действий переживает весь ингушский народ. В каждом намазе они просят Всевышнего помочь им в беде, с которой они столкнулись. По поручению Махмуда Али Калиматова в регионе были открыты 24 пункта, куда можно было принести продукты питания, медикаменты, одежду. Всего было собрано 180 тонн гуманитарной помощи и 80 миллионов рублей для Газы. 28 тонн отправили на борту самолета в Египет, остальные ждут своей очереди. Так власти и народ региона совместно поддерживают Палестину в трудный исторический момент. دقنا حتى وجه في إيش ماضي إيش از غنو وصل دليل سيخ النابة تاهم ويس حقا شار بريت سقوة أخير ديال يلشنا عليه الصلاة والسلام أقدر شي بوصل بيش حشت خن وجه سقط سقي حشت دال شي قاش تديان تاهم ويدي قردي يعني أشجر دزغ دوج صار مرة ديك بوج وبوصل دبيان فيهم عليه الصلاة والسلام أن تطعم الطعام أعداء الله. Этих уставших от постоянного страха людей привезли в гостиницу «Асса», где накануне уже разместились более полусотен жителей Палестины. Первым делом питательный завтрак после утомительной поездки. Мухаммад Матар потерял на войне отца, от него до сих пор нет никаких вестей. Остальным членам семьи чудом удалось спастись. Их дом разрушен, небольшой пакет с вещами – это все, что осталось от имущества и прежней жизни. Из-за угрозы со стороны Израиля нашей семье пришлось уйти с севера на юг Газы. Там, на границе с Египтом, нашего отца не пропустили на КПП египтяне, так и не объяснив причины. А мать наша на западном берегу Иордан проходит лечение от рака. Сейчас мы остались одни, и за нами присматривает дядя. Для беженцев по поручению Махмуда Али Калиматова созданы все условия для комфортного проживания в Ингушетии. Трехразовое питание, медицинское обеспечение, психологическая поддержка. Все вопросы палестинцев на личном контроле руководителя субъекта. Те, кто уже накануне обосновался в отеле, выражают огромную благодарность всем жителям и властям республики. Ингушское гостеприимство, забота и любовь согревает их сердца. Вчера все люди еще в шоке состоянии. Как вторая родина прямо. Все вам очень-очень благодарны, признательны. Низкий вам поклон. Реально, вы очень-очень нас помогли. Спасибо вам огромное. За такой теплый прием. Всех нас с теплой встретили, помогли столько едой, сколько там эмоционально и помощь очень нужна была. И вам огромное спасибо от всем. Решение о принятии беженцев с Палестины было принято Махмудом Али Мухшариповичем Калиматовым, главой республики. Был сформирован штаб, который возглавил председатель правительства. В ходе работы данного штаба был определен пункт по размещению непосредственно беженцев с Палестины. Сегодня у нас очередной прием. Вчера мы приняли 55 беженцев с Палестины, сегодня 18 человек, 5 взрослых, 13 детей. В оперативный штаб входят все непосредственные ведомства, министерства, в том числе и социальные направленности, которые обеспечивают всем необходимым. Во всех номерах есть условия для комфортного проживания семей. С нуждами беженцев справляются волонтеры благотворительного фонда «Тешим» и клуба добрых людей. Они обеспечивают гостей всем необходимым. Так, после вчерашней просьбы для всех переселенцев были куплены средства гигиены. Руководители фондов отмечают, после новости о приезде в Ингушетию палестинских беженцев, желающих помочь нуждающимся братьям-мусульманам увеличилось в разы. Люди звонят, пишут, хотят каким-то образом поучаствовать. Мы предлагаем людям помочь, так как есть желание. Кто-то привозит, каждый спрашивает, что именно можно привезти, кто-то приводит деньги. Действительно, вся республика откликнулась так же, как и при сборе для газа. Но помощь здесь оказывается, поэтому мы советуем согласовывать прежде всего с нами, что приносить, для кого и в какое время, для того, чтобы не было какого-то беспорядка.
Каким бы радушным ни был прием, каждый из этих людей теперь живет с тоской в сердце. Они скучают по своим домам, по ушедшим родным. В руины превращены не только населенные пункты, но и многие человеческие жизни. Теперь они мечтают только об одном, чтобы конфликт побыстрее закончился. Справедливость восторжествовала, после чего они снова смогли бы вернуться и обустроиться в своих землях. Сейчас в Газе критическая ситуация. Спасибо вам за поддержку, которую вы оказали. Нам от этого одновременно хорошо и плохо. Здесь, рядом с вами, мы чувствуем себя в заботе и любви, но хотим снова очутиться у себя дома. После заселения переселенцев по номерам их приглашают на диспансеризацию. По поручению главы региона пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Специалисты узкого профиля дежурят на месте. Сегодня уже доехали люди. Значит, мы им проводим двумя группами. Это силами городской поликлиники и детской городской поликлиники. Значит, детей они осматривают, взрослых старше 18 мы. Ну, обычные, у нас уже отработанные в Российской Федерации система проведения диспансеризации. Единственное, мы, учитывая некоторые положения, что они все-таки иностранцы, беженцы, немножко в плане инфекционной настороженности есть момент, поэтому, значит, есть педиатры, терапевты, окулисты, где-то невролог есть. Обязательно, значит, им берем кровь, другие анализы. Ультразвуковое обследование предполагается и обязательно флюорографическое обследование. Это вот тот минимум. По необходимости это первый этап сегодня. Мы предварительно посмотрим, какие тут есть вопросы, потому что может быть что-то непредвиденное. Поэтому завтра второй этап. Мы довезем еще необходимых специалистов и, видимо, дополнительные какие-то лабораторные исследования. Власти надеются, что эти беженцы смогут найти здесь новый дом, новую надежду и возможность начать жизнь заново. Сейчас их ждет двухнедельный карантин, а после детей определят в детские сады и школы. Взрослых трудоустроят по специальности. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Джамалил Султыгов, Новости 24.